Самое большое село Интинского района Петрунь готовится отмечать юбилей. В июле исполнится 150 лет со дня его основания. Одними из первых петрунцев поздравил глава Коми Владимир Уйба, а на днях здесь побывал и министр сельского хозяйства Денис Шаронов. Посетил крупные сельхозпредприятия округа, агрокомплекс «Инта Приполярная» и Петруньская. Любовь Лапина передает из Приполярья. На Приполярную землю министр сельского хозяйства Коми прибывает с ответственной миссией – передать самые теплые поздравления от руководства республики. Совсем скоро селу Петрунь исполнится 150 лет. У меня ответственное поручение главы республики Владимира Викторовича Уйба в связи с передать вам сердечные поздравления в связи с празднованием 150-летия юбилея села. Первым делом не в совхоз, в библиотеку. Здесь к юбилею села и столетию региона подготовлено сразу несколько выставок. Приполярный колорит через призму сельского искусства. Мы уже с января празднуем. Детям каждую неделю, 2 раза в неделю приходят дети у нас, и мы все вот рассказываем и на коми языке, на русском языке, вот про историю Коми, про село, мы вот все рассказываем. К слову, местная библиотека – место притяжения селян. И стар, и млад здесь постоянно. Тем более, что в соседнем помещении – клуб. Вы знаете, я в сутки работаю по 9, иногда 10 часов. У меня времени нету И поэтому у нас вот детская площадка сейчас. Каждый день приходим на мероприятие по полтора часа. У вас сейчас будет народный бюджет, будет сейчас новая площадка спортивная, крытая, уличная. Вот это очень хорошо. В топе среди изданий, конечно, своя «Интинская искра» – городская газета. Правда, сельчане все же в легкой обиде. Говорят, про них в ней пишут отнюдь не так часто, как хотелось бы. Впрочем, выход нашли, причем школьники. Здесь, в Петрунье, они самостоятельно издают свою газету «Вид за Олан Петрунь». В ней юные журналисты рассказывают об интересных фактах из жизни села. И даже получили на свое детище деньги из народного бюджета. А в конце прошлого года местная школа отпраздновала 110 лет со дня открытия. Сегодня в учреждении обучаются 38 ребят, с ними занимаются 11 учителей. Здание деревянное, единственное в Интинском округе, было построено еще в 1966 году и нуждается уже не в ремонте, а в замене. Вот даже есть такие фрагменты записи исторической, что первые ученики сидели в классе, а на стене в это время висел портрет Николая II, например. Редко у какой школы такие, наверное, воспоминания есть в республике, да еще и на севере, когда север. Такие более новые учебные заведения. Директор Андрей Терентьев сам бывший выпускник школы. Кстати, первый ее золотой медалист. Уверен, если создать детям из села условия, их успеваемость станет еще выше. А потому подарок от депутата Госдумы Ольги Савастьяновой приходится как раз кстати. Его в Петрунь привез мэр Инты Владимир Киселев. Всего же новенькие многофункциональные устройства получили 7 школ округа. Мы очень рады, что мы получили в подарок это устройство, потому что современная система образования предполагает вообще использование различных технических устройств, тем более многофункциональные устройства, и копирование, и распечатывание, и сканирование. Это все очень необходимо, особенно в отдаленной местности, когда мы документооборот передаем. Не всегда можем передать документ, а в сканированном образе, так скажем, передаем, поэтому это очень нужная вещь. Из школы к памятнику «Они сражались за Родину». Мемориальная композиция была установлена еще в 1969 году. С тех пор капитальных работ не проводилось, памятник дополняли только табличками с фамилиями. В прошлом году монумент обновили. На его ремонт ушло 700 тысяч рублей. Деньги петрунцы опять же получили благодаря народному бюджету. Заплатили подрядной организации денежные средства. На сегодняшний день часть работ нужно переделывать. Конечно, по гарантийным обязательствам мы сейчас их заставим. Сейчас приедем с командировки и займемся этим. Сельчане – активные участники проекта «Народный бюджет». Благодаря инициативности они смогли не только отремонтировать памятникам воинам-участникам Великой Отечественной войны, но и модернизировать общество Петруньское и провести ремонтные работы в Доме культуры. А в этом году в планах реализация сразу 4 проектов. Также в народный бюджет попали, 2 скважины, ремонт 2 скважин. Ремонт 2 скважин сейчас ведется работа, чтобы провести аукцион, и эти работы тоже будем выполнять. Котельная села Петрунь отапливает все социальные объекты – школу, детский сад, библиотеку и клуб, ФАП и местную администрацию, и даже многоквартирный дом, где живут учителя. В 2019 году в котельной были проведены капитальные работы. Заменен котел, а также почти 200 метров тепловых сетей. Летом прошлого года установили новый дымосос. Пока функционировал зимник, в село был завезен новый котел, а также уголь на следующий отопительный сезон в полном объеме. А это местная гордость – совхоз. Так по старинке предприятие называют жители. А еще говорят, он у нас селообразующий.
Именно Петруньская гарантирует местным продовольственную безопасность в период распутицы и кормит жителей круглый год. Хлеб, молоко и молочные продукты, изделия из оленины и говядины. Петруньская сегодня – это 8 тысяч голов стада оленей, за которыми следят 2 бригады оленеводов, а еще 35 голов дойного стада и телята, которые родились этой весной. Одно «но» – в прошлом году предприятие лишилось региональной дотации на молоко. А без поддержки на севере не выжить, сетует директор. Чтобы вернуть субсидию, предприятие выполнило все поставленные перед ним условия. В производственной части совхоза все нормально, люди работают, стараются, хотят работать. В этом году не получили субсидии еще, потому что у нас есть задолженность по налогам и сборам, пенсионным сборам. Но руководство Минсельхоза, скажем так, обещает чем-то помочь. Может, и во второй половине года получим мы свои субсидии, которые... Так, если финансово будет какая-то помощь со стороны республики, село будет жить, совхоз встанет на ноги, и мы дальше будем работать. По словам министра сельского хозяйства Дениса Шаронова, ему было важно увидеть, как тут работают люди, чтобы понять, как можно помочь градообразующему предприятию на селе. Сегодня стоит задача по оптимизации производства, но это не значит, что нужно сокращать работников или поголовье скота. Нужен грамотный подход к финансово-хозяйствующей политике. Будут определенные действия по оптимизации производства 3 предприятий. Мы говорим сегодня об Инте, Приполярной, Петруньская и Абесь. Некоторые вещи можно делать под одним зонтиком. И плюс у нас появилась возможность в связи с продвижением арктической темы использовать преимущество резидента арктической зоны. Как мы знаем, эта территория попадает в арктическую зону, и не использовать те меры поддержки, те льготы, которые на сегодня были приняты на федеральном уровне, было бы, наверное, не по-хозяйственному. Под конец визита посещение старейшего жителя села Елены Парменовны Сорвачевой. Накануне ей исполнилось 99 лет, она местная знаменитость. Учитель, бывший директор школы. Трудовая деятельность Елены Сорвачевой началась в 1941 году. Закончив пединститут, она была направлена по распределению в село Косьевом, а затем в Петрунь. Историк так, то я и преподавала потом химию, заочно училась, потому что в школе не было химика. Потом вела географию, биологию. Работала больше 50 лет. От гостей подарок ветерану, а еще долгих лет жизни, чтобы и в следующем году жители села Петрунь был отличный повод для праздника. Любовь Лапина, Елена Луза, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.